А вы знаете, почему в Советском Союзе русскоговорящие называли казахов Мамбет? При том, что у казахского народа есть в истории целый батыр с именем Мамбет, который защищал землю казахов от врагов. Сейчас расскажем историю о том, почему же так называли казахов. До прихода советской власти на казахские земли имя Мамбет среди казахского населения было распространенным, и многие казахи давали это имя своим детям. Арабский вариант имени пророка Мухаммеда. Другими словами, значение казахского имени Мамбет такое же, как Мухаммад, Мухаммед, Магомед, Мухамбет, Мехмед, Мамед. Однако, имя Мамбет уничижительно начали использовать в адрес казахов в Советском Союзе. Так называли казахов, которые не владели русским языком и говорили только на казахском языке, тем самым выставляя их в цвете некультурных и темных. Теперь вы, надеюсь, понимаете всю трагедию казахского народа того периода. В тот период казахов, не владеющих русским языком и говорящих на своем родном казахском языке, считали необразованными и некультурными, лишь по причине того, что они не владели русским языком. Вот в таком положении оказались казахи в Советском Союзе. Кличка Мамбет стала катализатором политики русификации на казахской земле. Другими словами, в Советском Союзе казахов делили на два варианта. Были свои русскоговорящие советские казахи и были, которые не говорили на русском, а говорили только на своем родном казахском языке. Вот таким образом, путем оскорблений и разделений казахов на своих и чужих в Советском Союзе проходила политика русификации в отношении казахов на казахской земле. Как вы можете прийти к казахам и сказать, что вы, казахи, должны вот так жить? Мнение о шовинизме высказал бывший глава Ингушетии Руслан Аушев, который родился на территории Казахстана в Акмолинской области, в ауле под названием Саумалколь. Журналистка задала вопрос бывшему главе Ингушетии Руслану Аушеву про Казахстан, что якобы Советский Союз привез культуру казахам и всем народам Советского Союза. И не скучает ли он по Советскому Союзу? На что был дан логичный ответ. Вот вы мне объясните, как вы можете прийти к казахам и сказать им, что у вас культура и традиции неправильные, и мы вам дадим советскую современную культуру. Был, к примеру, случай, ко мне, этническому ингушу, в период моего президентства высокопоставленные чиновники, мои коллеги из других регионов приезжали домой и говорили: пусть твоя супруга придет и сядет с нами за один стол. Я тогда им отвечал: ну хорошо, пусть придет и сядет. Но я-то знаю, что она в жизни не сядет рядом. Не положено у нас. И после этого вы говорите мне, что мы до Советского Союза жили в Среднем веке. Ну давайте в таком случае разберемся, кто же живет в Среднем веке. Мы живем или вы живете в Среднем веке. Вот у вас сын с отцом садятся за один стол, напьются и дерутся. В наших культурах алкоголя, например, не было. У нас не то чтобы пить и драться с отцом. У нас отцу слова никогда никто не сказал бы, будучи даже в должности президента и генерала. Но вот у вас, когда отец с сыном садятся за один стол, хорошо, если мирно там выпьют и тихо разойдутся, а если после 6-й рюмки у них начинается драка между собой? Где Средний век? Поэтому вот это все надо учитывать, особенно в Казахстане и в наших национальных республиках, и делать выводы, где был Средний век.